Değerli tamaşaçılar, Gatfari Siftekleri Çin'i tarihte elbette şu rahada xuri maişatka. Çaz malumdur Allah vaktinde xuri maişatta akadahni yigin kamaroldi velik fizva kara rayon administrasyada xuri maişat velik fini reher digitatsiya meselelerini veriyorlar ve çeşitli riski meseleler velik txompatol çpin kınktaza insanlar atanır. Çınak avraktalas tanışatta. Районной администрации Хури Маишатни, управление начальник заместитель Абдул-Кафаров Хамиди Жарвалаевич. Дагустанди Багманчири союзный председатель Букаров Кази Ахмед Мехамед Велиевич. Ва час Русататанва Алимар Новосибирский Хукумати аграрный университетный профессор Хури Маишатни Илимри доктор Шевытков Александр Николаевич. В Хреблепотном Кавказе Сибиофарм и удобрение за заводный Викил Хрипушин Александр Владимирович. Мы вас приветствуем, дорогие гости. Так, Хреблепотной Юдаша Сифтену Бахтачи Мухмандрал Чи Ляртолди Хабар Атуни Сиреркес Чирдолди Час Хамидин Джавлаевича ва Бокар Мехамед Велиевичка Хабар Арказ Гауза Алла вақтында Чи районда Чи Бах Тазва Чи интенсивный қайдада кардик Тазва Чи технология и Олахрис Час Кне Эрган Гауза. Ще районда приоритетни хелия садоводство великни физо и генерала азон кадлха сус будущий каниса гектар бавар птуну хабркане супер интенсивные технологии птуну почти яхтовный 70 гектар и алайсузне каниса алайсузне как я мишлова азорне 70 гектар бавар птуну и бавар птуник олах иген дискале физо Хечиза делающий районда проектор для Тхузо, общество с ограниченной ответственностью полосады, Восходи, общество с ограниченной ответственностью Дагестана, Уамасайтих и Диксарин. Лагана Хита и Каце Колди Сяти, Пудвишни Пукани Кюд гектар, Баглар Птунова, час и общество с ограниченной ответственностью полосады, Сады Дагестана, Хабархане, Ткани, Уад гектар по суперинтенсивной технологии, Сады Дагестана, Ктуно, Цекли гектар по интенсивной технологии, Бронсу чуть-чуть, Калемрных Адарта Милия, Азорный подвижный завод, Калемжа гектар, вот. А Мабурни по традиционной технологии Ктозане. Вирсана Ачурова Деде, Чи район Дежезова, 21 год здесь 1100 гектаров садов, новых закладов, 1100 гектаров. Как я говорю, имя огромный площади, огромный работнический area. Как я говорю, начинал инал Шалахана, Мухаммад Резни Шалахана, девочка, Ланхити, Шпиза, Аллахди, Гаурдутуниканда. И богатые действительно, что Баглара шлеми сатира, их традиционные технологии. Реакция на Брестке, нам видео гель сатия, кавоч, гель суперинтенсивные технологии, шлеми сатира, акила капельные решения жизнь, богатечно, я затер химическая обработка, реализатора, но химические обработки, они, видимо, свой век изжили. Изжили, вот, Шугилах Пезго, препараторов биологический. Вот специалисты решили Атану Адине, Атану оказывается и Казаминского председатель Союза садоводов Дагестана, ученый Алим Хасия, Лагал Мушкул Хасия, Хадан
кто сзади интенсивного сады Дагестана, зафикер Лугабро, Мадный Улах Велик, потом когда район, где Валар, Радов Хекда, и Амат, хозяйство разных групп Мекарли. Чувствовал Хамидин Джерлаевич, лично Хабар Казахмет Схатка Чизва и Мукара Гереханов Френсерхата Тазвилулаха Сады Дагестана, их Кархана Радалгано, общество с ограниченной ответственностью Сады Дагестана, она как гектарный майдан дал, карлики, полукарлики, карликовая туша. и чин тара, точно? Именно и чин тарария. Да, Агур язва 106-й подвой до лабория полукарликовая тарария. Карликовая шпалер для запутных планжда обязательно порядке подвязка, он суперинтенсивный бау загадаст. И уже интенсивный бау, суперинтенсивный бау, да, разумный вот вещь, почти куда азорный совещ, как он талимарьяна конзула, хар 70 сантиметров, между ряди тракта фидоутуна, и обязательно порядке капли ханаконда. Числата по бороздам, вот, например, полоса параксом, полахи, габы осваиваться, территория, халкари гадарны, шумуцарал, гадарночки, кирчон, она кехан галар, она кехан халкарис, киштикаться провиш касти пул почон, а ту ала момента, цепеда азорим бротитани, она кат канвода азориманат харса костис произвел маджиб бичин, налогарные колах на ревире вопросария. Вот, значит, затрата реке были изложиться, буду кемекарни 50% восстанавливать призывали хакумат, из этого программа до 2025 года прямо Путин указывал, аграрии, сельхозтоваропроизводители, жреба, значит, кемекар безло, вплоть до капельного орошения субсидировать кизо, вплоть, значит, закупочный, хочу вахнуду на трактор миллионы, вот вещал заргана, хочу вахнуда, на 50% возакумбати восстанавливать кизо. Им это яке достижение, че акумбати именно чумпатовды, что нас говордохона конда, колахсова, карлахза, исан дискумегана, хам велик, кто на хатах получено, вида, че гадарно кончилер, вири, оборотескана конда, че хрень экономия, че хок день до манжарни ксановды. Фикер гана конда и колахриз, исята час произвела глобальное потепление лагавых тонда, сухие субтропики и условия хулара ядган жадатуш обязательном порядке ханаконда капельное орошение, харса терцизиющий дозированная норма, поливной норма, хадах голос препарат, есть, например, Атанова Сибирский биологический фармацевтический институт, научный сельский институт, вот действующий, может быть, там более 50, сколько лет там ваш институт существует, более 50 лет, наверное, как я понимаю, 60-х годов, да, 60-х годов она функционирует, и 60-х хабрин поводталды, сейчас конзула, и че Южная Дагестанда использовать на эти климатические шарты, в сухих субтропиках именно под каплей, выращивать использовать сейчас суперинтенсивный бизнес, и че масса майвая, масса полаха. Учезвата, че гадарну ачилери, хардаса гектар чилево, азитидаллаху, алукрау, дахлет мадама, туш. Elbette руководство внимание на адыга кюмек, адыга тежес хита, например, хахти, сакхарларда группа унахис, со союза уна, хабич кюмек гана, санал ктурта, балар, хахти, зумухар, масса майвая, хачуда чкаряханата, чилери полахта, эффективность не кежда. Чиназят Аллах Хнуда, второе отделение совхоз Гереханова, Ктунова, цеквет гектарный зур и Чимбалар. А воздухана блок, именно летние сорта. Летние сорта чилоучит лузо. И сята дефицит и черри Аллах Хнуда, готуз, летние сорта и гузо, и кедекас, повод, сельхозтоваропроизводитель, згляхан сразу пуджизу. А то на летние сорта, какой завагур траллера, там на позор, есть у вас летние сорта, есть ли у вас летние сорта. Учитель летние сорта, внимание, буду учить, чикадалка бута касавчи. А изят бизнес и вопрос лагавых тунда, сейчас ханаканда харса гектара вакас, девлет луханаканда. Ам девлет лухан потом хихтин девлет, казила гимишарва, а вечер доланжаксы кусаком потом деса гектара готовый черца ита. Готовить через холодильник, а не грековоч, сохранение грековоч, а чекать сразу, а то на покупатель, к телевидению рекламировать на канале Полаха,
Фоночка дал, рамидис хадис, авозу, вот гектар, ичер ихтисот. Вот чинан алгану уджулиди готовиче вилла беста, вилла белла, виста белла, сосорт, Эрли Женева предла сорт и Вильямс Прайд. Иммунный сорта, в основном иммунный сорта, жезма он имел ядохимикатар, паршат патаха, басовредитель патаха, жезма он химии имел использовать того. Через Союз садоводов Дагестана приглашать и биологические методы защиты растений хумпаталды, жезма он имел использовать того химические препараты, в дальнейшем выращивать на экологически чистый продукт. Учит лагата, жезл язык, дарманар, харса, цево, церит, обработка, флуналды затратные, микипатаха экологические, пора и кедеказ, зияющие, халпари, организма откладываться к жезлу хабу. Какие биологические методы защиты растений, через вызвало экологически чистый продукт, например, хаич. А даже до цево обработка, а даже до вири воды, жгут обработка. Как те методы равахи начали приглашать на воды? Хотя Мехмед Ильич их пиналана иммунный сорт, а ГМО лагафтуша. У ГМО лагафтуша, языво, значит, методом отбора, адаптированные сорта, вот, например, че и че, килигалов, че бубари, че амош махабор. А рыночные отношения важны, с один момент даже парша есть устойчивые. А вот иммунологалы, они как раз таки иммунитетовали и сам, а коронавирус тимирки, да, мы будем так считать. Такие бинеда охраны команда адаптированы вечерние стойкие к этим болезням, да, иммунные сорта, а вот именно лучше за суперинтенсивные барды, бузу урожай на второй год. На второй, на третий сразу промышленный садоводство хочу за урожай. А интенсивный баг сядет на полукарликовом подвое, на 106-м подвое, чи на качуда на четвертый год. Вот эти сады Дагестана, как пример, есть качуда менее затратный, но 30 гектар, 30 тонн, это будет стабильнее чай. И чинайся хачка как экспериментальный полигон есть по выращиванию именно экологически чистого продукта. Жезно очень имел использовать химические препараты, обработка, чинахахандал как экспериментальные экологические мехи продукты, их надо кметные 15-20% екежели. Например, им 50 рублей, там 70 рублей. И одна лирична за законодательного по Дагестану и вопрос решат то действительности, южный район Сулейманстатский район, Магарамкентский район, вот Дербенская зона, и начал ФИДа, и дальше вопрос развивать по всему Дагестану. Учит конечный продукт, химтичка, чижезуале, экологический чистый продукт. Вот для этого мы их и пригласили. Через Союз садоводов мы по всему Дагестану будем культивировать именно защиту, сразу отказаться от химических препаратов невозможно, она будет идти параллельно, понемногу будем осваивать. Спасибо. Александр Николаевич, наш товарищ Карл Казахмед рассказал о перспективах развития сельскохозяйства, о революционных методах. Сейчас вот именно эти революционные методы на современном этапе развития. Вы как доктор наук, конкретно, который занимается этим вопросом, хотелось бы услышать ваше мнение и о вашем аграрном университете и вот продвигаем материал, препараты. Вот об этом хотелось бы услышать. Добрый день. Еще раз хочу сказать дагестанцам. Вот, благодарим вас, всех сибиряков, за ваш труд. Вот, в таком месте, скажем так, благоприятном, не должно быть плохой продукции. То есть вы уже по определению должны выращивать здесь такие продукты, которые ни с чем не должны быть сравнимы ни по качеству, ни по срокам хранения и так далее. Вот, поэтому хотелось бы начать наше совместное сотрудничество именно с того, чтобы заложить здесь опытное
поле, Да. будем так называть, и под контролем нашего предприятия, под контролем ваших специалистов начать работу по биологизации садоводства. Совершенно верно. Дагестане. Да. И получение экологически чистого Хотелось бы продукта. сказать несколько слов о нашем предприятии, которое мы представляем. Это Бердский завод Сибиофарм. История развития его где-то начинается с 60-х годов. Конец 60-х годов, 67-й год, была получена первая продукция. Все это время, пока завод существовал, он назывался по-разному, был и химический завод, и завод биопрепаратов. Все это время он выпускал продукцию для сельского хозяйства в направлениях средства защиты растений, кормопроизводства для животных, птиц. Значит, это сектор здравоохранения, защита от кровососущих насекомых и защита лесов. Значит, на сегодняшний день наше предприятие работает с 16 странами мира дальнего зарубежья. И, естественно, все ближнее зарубежье, значит, завод практически охватил территорию всего бывшего Советского Союза. То есть остались связи, которые существовали 20 лет назад, до разрушения Советского Союза. Сегодня они все поддерживаются. И на сегодняшний день завод является самым крупным предприятием в этом виде бизнеса. Значит, на заводе имеется у нас технологическое оснащение. Это 10 ферментеров по 63 куба. То есть, представляете, 10 вагонов железнодорожных, перевернутых вертикально в цехе. То есть, они были установлены при строительстве цеха в 60-х годах. И вот этих ферментеров мы сегодня способны, по сути дела, обеспечить продукцией микробиологически. В России понятно, вот, если мы работаем с 16 странами мира, то понятно, что и родные наши просторы мы тоже способны обеспечить нашей продукцией. Значит, на заводе имеется собственный инсектарий, то есть те препараты, которые называются инсектицидами, да, они проходят полный цикл испытаний у нас, то есть мы имеем возможность на тех насекомых, которые сегодня являются вредителями для яблонь, для виноградов, для капусты, значит, ну и овощных и фруктовых культур, мы можем проводить комплексные исследования у себя на заводе. Кстати, имея такой инсектарий, мы получаем постоянные заявки от сторонних организаций. То есть мы не только на себя работаем в этом плане. Да. Значит, за последние годы, как это видно и по остальным видам направлений животноводческим, птицеводческим и по средствам защиты растений, идет мощный такой уклон или крен в сторону биологизации. Вот. И, по сути дела, сегодня обстановка нас склоняет к тому, что всевозможные поставки за рубеж связаны именно с тем, что требуются новые документы, новые, так сказать, правила по содержанию предельно допустимых веществ в продукции. И процесс биологизации, процесс замещения химических препаратов в технологии производства, он сегодня очень актуален. А мы не говорим о том, что нужно полностью убрать химию из процесса технологического, потому что есть определенная культура, наработано очень много результатов, положительных причем, да. Вот. Мы говорим о том, что нужно очень умело сегодня на научной основе как раз заниматься совмещением химии и биологии. В каком это делается объеме? Все зависит от того, как в каждом конкретном хозяйстве, каков имеется опыт, какие имеются средства, какая это культура. И, так сказать, сегодня для этого есть очень много возможностей. И вот мы уже предварительно договорились о том, что в вашем хозяйстве, сколько там гектаров у нас было опытного? Там 19,5 гектаров. 19,5 гектаров. Сады Дагестана мы планируем расширять площади, не только в этом районе, в Магарампинском районе мы хотим расширять площади, дальше в Дербенской зоне. У нас планируется так, но желательно было бы вот это сейчас база будет именно там, в совхозе Верханова, будем препараты там, значит, испытывать, и там же будем рекомендовать нашим сельхозтоваропроизводителям, особенно Сулейман-Стальского. Они скоро выйдут на первое место по садоводству. По садоводству по республике. Это очень большой показатель, понимаете. Раньше здесь выращивали даже собственных своих саженцев. Были питомники, которые по всему Союзу давали. Сейчас сотнями миллионов уходит за пределы. Ставропольский край, Краснодарский, другие пятые. Мы когда можем здесь развивать свои питомники. У нас вот такая перспектива. Почему я вас сюда пригласил?
На питомниках тоже крайне необходимы стимуляторы роста, там, стимуляторы защиты, там, потому что питомники это основа. Если обеззараженный материал мы будем получать оттуда с нуля здоровый свой материал, мы будем иметь хороший успех. И дольше. Да. И деньги останутся у нас здесь. Хотелось бы еще сказать, что те препараты, которые мы вам предлагаем к использованию, они прошли широкую апробацию. Во-первых, в наших профильных институтах, да, значит, они получили уже апробацию в различных районах нашей России, то есть есть положительные сегодня акты по всем препаратам. Мы готовы с вами поделиться теми результатами, которые мы получили, и я надеюсь, что мы с вами получим здесь возможность участвовать в контролируемых опытах, чтобы можно было на каждом этапе обнаружить эффективность применения наших препаратов, ну и дождаться получения результата и определить действительно эффективность применения наших препаратов при производстве органической продукции на питательной земле Дагестана. Так она и есть, особенно здесь. Ну, наверное, теперь дошла очередь до Александра Владимировича, как представителя Сибиофарм на Северном Кавказе. Да? Какую продукцию вы продвигаете, чем можете похвастаться, да? Вот так сказать. Добрый день. Значит, продвигаем продукцию завода Сибиофарм уже в течение, вот это 5-й год. Значит, организованы склады в Ростовской, Краснодарском крае, Ставропольском и ряд складов по Южному Дагестану. То есть ну, так скажем, основных поставщиках средств защиты растений, биологических средств защиты растений, эта продукция есть. Очень активно сейчас работаем по моли, по сути, ну, единственные препараты липидоцит и бетоксибацилин, которые помогают нивелировать эти проблемы. Вот. Что касается защиты по садам, по виноградникам, то же самое препараты бактофит, азофит, планталюкс, гиберсип. Данные препараты также присутствуют в торговых точках вашего региона, то есть с удовольствием, милости просим, ждем. Вот. Специалисты есть в каждом регионе, то есть вот в Дербентском районе у нас есть непосредственно наши специалисты, которые могут ответить на любой вопрос. Да. В сторону Манаса, в сторону Махачкалы, в сторону Кизляра, там тоже есть маркеты, которые представляют нашу продукцию. То есть это не какая-то там продукт новый, который только заходит в рынок, на котором еще никто не знает. Это уже испытанные препараты, и мы за них уверены, так что милости просим, ждем. И самое главное, вот эти препараты, когда вредитель или какая-то болезнь резистирует, имеется в виду, значит, она уже привыкает к этому препарату, и она не действует, понимаете, Александр Николаевич? Именно надо, чтобы биологический препарат туда вошел вместе с химическим препаратом, уничтожить вот то, что, значит, сейчас Александр Владимирович сказал, против моли в теплицах. У нас сейчас бурно развивается тепличное хозяйство тоже. Если пойдет там моль, или же там, значит, белокрылка, или же какой-нибудь другой вредитель, конечно, надо теплицу бросать. А то, что сейчас Александр Владимирович сказал, в системе защиты растений с химическими препаратами, биологический, вот именно бактофит или другой какой-то препарат, он полностью уничтожает, значит, именно вот это томатное моль, которое уничтожает 70-80% урожая. Надо теплицу бросать после этой моли или же после белокрылки. А здесь вот именно то, что нам крайне важно. Дело в том, что вы правильно сказали абсолютно. Еще только добавлю, к биологическим средствам ни у вредителей, ни у микроорганизмов, которые являются сегодня патогенными, да, не вырабатывается резистентность. То есть они работают на природном уровне, поэтому никаких сроков ожидания, никаких сроков выведения из продукции
не следует. То есть никаких ограничений по применению биологических средств сегодня нет. Нету, да. Можно обрабатывать, да. И во время цветения, мы боимся, во время цветения мы не обрабатываем, чтобы пчелы не погибли, а здесь биологическими препаратами можно во время цветения, Да. и она дает очень колоссальный эффект. У нас большой вред наносит вот, тля и плодожорка вот, против них. Метоксипацилин Да, работает. вот, Старый да. добрый препарат, которому уже там свыше 20 лет. На нем выросли очень много агрономов, его знают не только в России, за рубежом, но Европа его очень активно использует. Это очень старый добрый, как молоток. Зарекомендовавший себя положительно со всех сторон за такое продолжительное время. Спасибо. И еще я бы хотел, это в последнее время нас беспокоит, я как житель села, который занимается этим хозяйством, сейчас, как было отмечено, тепличное хозяйство, у нас задействовано 11 гектаров земли. Появляется белокрылка, сейчас вы упомянули, да, невозможно вывести. Сейчас на этих плодовых, на грушах медяница появляется. Медяница страшная, да. Не знаем, как бороться, может, вот пользуясь вот тем, что вы здесь расскажете. Также есть препараты, которые работают по белокрылке, по медянице. Непосредственно это липидоцит, бетоксипацилин, бактофит, потому что там нужно комплексно подходить к той же медянице, потому что здесь у нас проблема со стволом непосредственно дерева, здесь работает бактофит, липидоцит работает там по личинке, бетоксибацилин работает непосредственно по вредителю, по сосущему. То есть здесь тоже комплекс. Но это непосредственно уже при проблеме агрономам объясняем, рассказываем. То есть, что немаловажно, полностью поддержка хозяйства в том или ином необходимом Адресно, вот, по той Да, проблеме, именно которая в данном адресно. хозяйстве существует. Ага. Потому что специалисты себя- похожие есть проблемы, но возникают такие, которые присущи только данному хозяйству. И мы на каждом этапе можем, так сказать, обнаружить проблему и предложить свой вариант. Причем вариант комплексный, как я сказал Александр Владимирович. То есть один препарат, два препарата, три препарата, которые будут дополнять друг друга и в случае с применением химии будут усиливать действие химического препарата, снижая его нагрузку на организм, в частности на растения, и далее снижая, естественно, процесс накопления, доля накопления химических веществ в продукции. Да, вредных. Ну и напоследок, по-моему, нам нужно узнать ваши координаты, где можно закупить, получить консультацию у специалиста, ваши электронные или реальные адреса. Значит, у нас на заводе есть собственный сайт, завод Сиббиофарм, город Бердск. Значит, желающих ознакомиться поподробнее с нашей продукцией можно зайти на сайт, посмотреть о каждом препарате, значит, действующие вещества, нормы применения. Можно посмотреть, так сказать, фильм, историю завода. Есть открытые интервью специалистов. У нас есть Инстаграм Сиббиофарм. Значит, буквально в последнее время, последние полгода, Инстаграм используется очень активно. Значит, в Инстаграме выложены ролики о, в принципе, подходе к биологизации в системе защиты растений. Значит, выложены, так сказать, результативные нашей работы по всем направлениям, то есть по видам, по овощам, по плодовым, значит, по зернобобовым культурам. Информации очень много. Если есть желание, можно обратиться по телефону к любому специалисту. То есть на сайте указаны номера специалистов. У нас система предполагает наличие как менеджеров, то есть которые непосредственно работают с клиентами, так и технических специалистов, с которыми можно уже поговорить о проблематике, значит, непосредственно о проблематике, да, то есть более узко в каждом направлении. Значит, если есть желание, ваши специалисты могут собраться в любом районе Дагестана. Значит, мы готовы приехать в любом составе, организовать, что называется, круглый стол по
существующим проблемам. То есть мы готовы ответить на все вопросы, мы абсолютно открыты, то есть мы не скрываем никакие секреты своего производства, да? То есть действующие вещества, значит, эффективные микроорганизмы, что, где, какие штаммы, мы об этом в открытую говорим. Почему? Потому что у нас биологическая защита, и здесь не должно быть никаких тайн, что называется. Все должно быть прозрачно и открыто. Александр Николаевич, я извиняюсь, что вас перебиваю, но для сельхозтоваропроизводителей желательно знать, например, против тли какой препарат, против медианицы какой, против парши какой. Доступным торгом для крестьянина, доступным методом вы объясните. Вы эти ролики тоже нам доведите, ролики мы им покажем, где чего. Именно садоводство, виноградарство, овощеводство – это наш бич. Вы можете даже и по животноводству, птицеводству у вас есть. Хотелось бы, чтобы вот в этом районе мы могли бы провести какой-то семинар в ближайшее Было бы время. неплохо. Мы с удовольствием это сделаем, да, мы готовы. И вот чтобы люди вам задавали вопросы, вы тут же отвечали. Это было бы более так эффективно, понимаешь? Сейчас, когда вы говорите действующие вещества, это я как агроном знаю, что такое действующие вещества. Но простому человеку нужно сказать, эту тлю убивает именно бактофаг или там какой-то принцип. Но мы готовы на любые уровни вопроса, от, так сказать, простых до научных, объясняя, так сказать, на молекулярном уровне, как это работает. То есть у нас для этого есть компетенции, поэтому мы готовы к вам приехать, организовать круглый стол или семинар с подготовкой и обучением ваших агрономов в плане применения биологических средств защиты растений. Совершенно не так, кстати. А мы с нашей стороны готовы вам предоставить площадку, знакомить наших сельхозтоваропроизводителей, специалистов, агрономов с новейшими технологиями, препаратами. Мы будем рады вас снова видеть у нас. Добро пожаловать. Я еще хотел поблагодарить Министерство сельского хозяйства вашего района о том, что они откликнулись на нашу просьбу обратиться через телевидение к жителям и труженикам вашего района и вообще Дагестана. Нам понравилось отношение к проблемам, существующим в вашем регионе, и как Министерство сельского хозяйства к этому отнеслось. То есть организовали встречу, организовали телемост, выступление, дали возможность выступить, обратиться к вам, указать наши координаты, и мы надеемся, что в ближайшее время вы увидите эффективность наших препаратов, и мы вместе с вами попробуем вашу новую экологически безопасную продукцию. Спасибо большое, мы на это надеемся. Успехов нам. Спасибо. До свидания.